Уважаемые читатели, уважаемые друзья, любители музыки, я хочу вас познакомить с изданием моего нового сочинения, вернее, не нового сочинения, а нового сборника, который впервые был издан издательством «Китап» в этом году. Это балет «Аркаим». Это клавир балета «Аркаим». Это сочинение было написано уже в 2005 году, и была премьера в оперном театре. И вот все эти годы, где-то на протяжении 11 лет, этот балет с успехом ставился в оперном театре. И каждый раз, когда я на каждом спектакле была, и когда я видела, как принимает публика, и наблюдала за танцорами, знаете, у меня такое было ощущение, как-то очень сложно даже передать, вот как будто бы ты создал свою работу, сочинение, и оно ушло от тебя. Оно уже как бы не с тобой, оно уже ушло от тебя. И вот то, что сейчас вот получилось издание замечательным издательством «Китап», для меня это большая честь и большая радость. Потому что это сочинение уже, этот балет уже останется в истории. Не просто как бы работа, которая исполнялась в оперном театре, была постановка, но уже как бы в нотах. И мы постарались, вот у меня набирала этот текст концертмейстер оперного театра Лиана Кашапова, и мы с ней подготовили эту работу, потому что, вы знаете, было очень важно, чтобы именно она набирала текст, потому что она тогда набрала такой текст, который уже исполняется концертмейстерами. То есть это сочинение может быть исполнено уже пианистами и в музыкальных училищах. Может быть, какие-то номера несложные, может быть, даже в старших классах музыкальных школ. И это, конечно, для нас и для Лианы, которая тоже невероятно рада, что вот так получилось, что все-таки издали. И, вы знаете, я просто невероятно благодарна издательству «Китап», причем была проделана большая работа издательством. И что интересно, что на сей раз, я не просила, чтобы был издан этот сборник, а получилось так, что они сами мне предложили, потому что в этом году у меня был юбилейный год. И я была просто удивлена тем, что они сами обратились ко мне. И обычно, знаете, там ходят, просят. А мне получилось такое счастье, такой подарок. Видимо, все-таки этот спектакль получился. И там много душевной музыки, которую, в общем-то, нам удалось передать. Вот у меня главный балетмейстер Кремлевского дворца Андрей Петров ставил спектакль. Замечательная была постановочная группа, великолепный художник по костюмам. И спектакль получился. И вы знаете, вот просто удивительно, но как-то вот так получилось, что он получился очень удачный для меня, потому что туда много мы душевной теплоты, сил потратили, энергии. И все, что мы могли сделать в тот период, мы это сделали. И я надеюсь, что этот спектакль останется в репертуаре театра. И то, что вот был издан этот сборник, это очень хорошо и для концертмейстеров, которые там работали уже по потрепанным нотам, а сейчас уже это было все-таки в замечательном уже в изданном варианте. Я надеюсь, что вам вот эти ноты тоже в какой-то степени, может быть, кто-то сыграет какие-то номера, может быть, просто вам будет любопытно посмотреть музыкантам, музыковедам, исполнителям. Но я думаю, что это будет не только вот в Уфе, этот сборник будет находиться в магазинах, наших магазинах, где продается музыкальная литература. Но, видимо, это будет еще и передано в районы, в другие города. И надеюсь, что вам эта работа понравится. И я думаю, что если вам действительно эта будет работа интересна, вы можете даже позвонить через Китап, узнать, предположим, мой телефон. Если какие-то у вас будут пожелания или что-то еще, вы можете мне позвонить, я всегда буду рада вам ответить. Спасибо за то внимание, которое мне уделили сотрудники Китап, издательства Китап. Я им чрезвычайно благодарна. И для меня это и гордость большая, и счастье большое. И вот, вы знаете, у меня просто душа, и вот так же, как и у Лианы Кашаповой, которая набирала, и которая играла эту работу. Просто, вы знаете, у нас просто был полет души.
когда мы увидели этот замечательный сборник Аркаим. Ну, Аркаим, вы знаете, что такое Аркаим? Мы смогли в свое время, не потому что мы там съездили или как-то, в общем, это как-то у нас получилось интересно, мы даже не искали эту тему, она сама к нам пришла, как будто сверху нам послали эту тему. И у нас же не было, мы же не знали, что было, когда там происходило, много тысячелетий тому назад. Мы создали такой спектакль, и такие там были взаимоотношения между родами, между людьми, которые, в общем-то, и сейчас, наверное, близки. Это любовь, это как бы радость вообще общения, это радость жития, бытия. Там очень много ритуальных, в свое время там были ритуалы воды, или там огня, или что-то еще. То есть там показан шум ветра, даже капающие капли дождя мы смогли изобразить через звуки. И там и гонг вообще потрясающе совершенно. Там и курай звучит, и голос звучит, и хор звучит. И там я впервые использовала, мы работали с учеными нашими замечательными, мы нашли древние мантры, мантры, которые были древние, самые древние, которые были найдены на территории Башкортостана. И много чего мы там искали, даже имена мы советовали с замечательными совершенно учеными. И я им всем невероятно благодарна, потому что благодаря нашей общей работе спектакля, причем это был такой сгусток энергии, мне очень многие помогали. Спасибо, еще раз благодарю вас, может быть, вам будет интересно, ну, может быть, вы получите не только интересно, но может в какой-то степени, если вы послушаете, увидите ноты и сыграете, может какой-то даже будет вам приятно услышать эти звуки. Спасибо вам.